Ужо з раніцы ў Брэсцкім дзяржаўным універсітэце шматлюдна. Толькі ў першай палове дня сюды прыйшлі каля 200 абітурыентаў. С 8 класса я решила, что буду переводчиком. Я думаю, что мое обучение будет очень интересным. Я бы хотела поехать куда-нибудь по обмену опытом в другую страну. И я считаю, что я не ошиблась с выбором. Давно хотел поступить на физическое воспитание, быть там преподавателем. И это, можно сказать, это моя мечта была. Полина Ласко – кандидат у майстры спорту по легкой атлетицы. Дзяўчына ўжо становілася пераможцай республиканских стартов. Пытанне, кім стать, для яе не было складаным. Это дает как тебе образование, так и дальнейшие перспективы в спорте. Продвижение у нас есть. Идем по стопам наших спортсменов, вот как Татьяна Холодович. Першакурснікамі універсітэту Пушкіна стануць больш за 1200 абітурыентаў. У гэтым годзе тут пашыраны набор на фізіка-матэматычны факультэт. Дадатковыя месцы адкрыты і па спецыяльнасцях дашкольная і пачатковая адукацыя. Конечно, начало вступительной кампании всегда такой очень волнительный, вместе с тем радостный день, потому что к нам придут новое поколение студенческой молодежи. В этом году набор в университет мы будем осуществлять как раз в тот год, когда университет получил премию правительства в области качества. Это значит, что у нас работают как высококвалифицированные преподаватели, так и замечательные студенты. Чарга з абітурыентаў і ў Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце. ЦТ сдал хорошо, в принципе. Выбрал специальность электронных информационных систем. Сейчас все развивается, различные инновационные системы, электроника. И поэтому, думаю, довольно хорошие перспективы. И получить рабочее место и работать по специальности. Выбрал специальность на машиностроительном факультете технологическая эксплуатация автомобилей. Я с детства любил машины, мне было интересно, как это все устроено, поэтому выбрал это довольно перспективная даже специальность в наше время. Першакурснікамі гэтай ВНУ стануць больш за 1500 былых школьнікаў і ліцеістаў. Трэць атрымаюць адукацыю бесплатно. Одни из самых популярных специальностей, как правило, среди технического профиля являются специальности теплогазоснабжения, вентиляции, охраны воздушного бассейна, автосервис специальности и специальности факультета электронно-информационных систем. На него традиционно поступают многие выпускники с достаточно хорошими баллами. Мы вновь набираем на специальность мелиорация и водное хозяйство и две новые специальности на заочной сокращенной форме обучения для выпускников колледжей. Это автомобильные дороги и теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна. Самую популярную у Палескім дзяржаўным універсітэце традыцыйна эканамічнай спецыяльнасці. У Баранавіцкім перавага педагагічным і інжынерным. Дарэчы, сёлета тут адкрыліся дзве новыя спецыяльнасці – бізнес-адміністрыраванне і электронны маркетинг. Падача дакументаў ва універсітэты в обласці на дзённую форму навучання працягнецца до 17 ліпеня, на завочную до 4 жніўня. Еўгенія Мароз, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».